Абхазские сказки следующие 5 дней на платформе ГУМА показывает и рассказывает художник Ольга Левченко. С Абхазией она познакомилась задолго до того, как попала сюда, а проводником в страну души для Ольги стал Василий Верещагин, чьим творчеством художница заинтересовалась в Индии. Как и Ольга, Верещагин путешествовал и писал индийские пейзажи. Самый большой холст в мире кисти Верещагина, на котором изображено шествие слонов, Ольге увидеть не удалось, зато удалось побывать в Ишерском имении художника и поработать там. Семья его там жила, да, он ездил уже по всей Абхазии и писал, но там он писал больше всего. И почему еще, да, нас заинтересовала эта тема, да, мы уже создали, да, уже есть готовое положение о международном пленэре, который, первый пленэр произойдет уже на следующий год весной. Будут приглашены различные художники с разных стран. Да, они будут здесь писать, и я думаю, что все увидят это творение известных художников как раз здесь. Одна из картин Ольги написана прямо на том месте, откуда писал Верещагин. Картины абхазского периода Верещагина не сохранились. Они то ли утонули при перевозке кораблем, то ли были сожжены. История не сохранила этих фактов, но существует теория, согласно которой на полотне под названием «Апофеоз войны» очертания холма из черепов взяты из реального Ишерского холма. Когда приехала я в Сухум, первым делом, конечно же, мы поехали на холм Верещагина, где он писал, где он жил. Я начала изучать эту местность, начала писать Сухуми, да. И для меня, наверное, самое важное, да, показать красоту заброшенных мест. Потому что это история, и она несет очень большую энергетику, и положительную, и отрицательную, да. Но надо не забывать про это, да, надо восстанавливать, и надо любить эти места. И вот мне хотелось как раз в своей выставке показать именно эти сказки абхазские, именно эту любовь, с которой было построено все, да, привнесено, наверное, вот в этот мир, да, потому что Абхазия – это место, которое ни с чем не сравнимо в мире, ни по природе, ни по архитектуре. И нужно это любить и учитывать. Еще 4 дня в арт-пространстве платформы ГУМА можно будет встретиться с художницей Ольгой Левченко, которая готова рассказать о каждой из своих работ. Все картины продаются. Я пишу на черном цвете, то есть у меня идет оборотка, да, получается как негатив, то есть негатив проявляется в позитив. Вот. И я добавляю оттенки, добавляю цвета, чтобы они получились такими, какие получаются в итоге. Эта работа написана с учетом золота на воде. Для ГУМа эта выставка стала очередной, но такой же уникальной, как и все остальные. Платформа ГУМа уже зарекомендовала себя как пространство, на которое часто проходят выставки. Это как известные, так и малоизвестные в Абхазии художники. Ольга обратилась к нам через своих знакомых, которые живут в Абхазии, предложила свою выставку провести здесь. Естественно, мы согласились с удовольствием, потому что мы постоянно придумываем различные мероприятия для того, чтобы как-то разнообразить досуг наших жителей города и гостей столицы. Всегда интересно видеть свою родину, свою страну глазами совершенно чужого человека, который здесь никогда не жил, а вот просто приехал погостить и, может быть, даже хочет здесь остаться жить. Это замечательные работы, и мне кажется, что поднимет настроение всем на протяжении 5 дней. Все гости станции ГУМа могут вдохновиться и увидеть Абхазию другими глазами. Новое арт-пространство привлекает художников возможностью охватить наибольшую аудиторию. Для ГУМы такие события становятся фактом притяжения, а для аудитории еще одним поводом отдохнуть в самом модном столичном месте этого лета. Марьяна Котова, Саида Гухава, Абаза ТВ.